Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик, получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Какие счастливые и радостные перемены принесет вам это лето? Пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, о своих планах, мечтах, надеждах. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какие счастливые и радостные перемены принесет мне это лето? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте уже посмотрим, какие перемены принесет вам это лето. Так, здесь, во-первых, два дракона. Давно я не видела таких знаков. Один большой дракон, малый дракон. Здесь и фонтан из любви, из счастья, два радующихся человека. И вы центр. Вы просто центр Вселенной и мировоздания. Мои дорогие, очень хороший прогноз. Сейчас я буду все рассказывать детально, но давно, правда, очень давно не видела таких замечательных, прекрасных знаков. Так, давайте читать снизу. Смотрите, вы у меня вышли в центре. В центре человек такой, знаете, немножечко как потерянный идет, да? У вас широко раскинуты руки, вы как будто бы даже в шпагате в каком-то сидите, пытаетесь балансировать, да? А у кого-то именно ситуация, вы входите в лето в ситуации подвешенной, в ситуации, когда вы пытаетесь найти баланс, найти опору в этой жизни. В общем, нелегко. Прям много может быть проблем, трудностей, даже каких-то, может быть, лишений выпало на вашу долю. И вы, скажем так, с тяжелой головой, с больной головой, с тяжелым сердцем вы входите в лето. Как будто бы человек немножечко опустошен, у вас слишком много в одной руке куча проблем, на другой у вас путы висят. И как будто бы очень много ответственности, голова кипит, что делать, как быть, все на вас смотрят, да, там, например, в семье, все от вас ждут каких-то действий конкретных. Может быть, даже если вы, скажем так, крупный предприниматель, тоже ваши там подчиненные на вас смотрят, все ждут, а что же будет дальше. Я честно, я вижу человека, у которого голова просто скоро взорвется, в прямом смысле слова. И так много всего на вас тут навалилось, что вы просто в шоке. В шоке это ничего по сравнению с тем, что на самом деле вы чувствуете. Здесь человек просто мог потерять и покой, и сон, и даже веру в будущее. Прям тяжесть путает вас все, и вы никак на ножки не встанете. Понимаете, мои дорогие, вот что происходит. Очень сложный период вы пережили. Но я скажу так, что этот период, он не рукотворный. Это не вы сами, например, там себе что-то кашу заварили. Здесь больше идет, скорее всего, достаточно серьезная трансформация, которая в вас проходит. Это не сегодняшний день, и это не вчерашний день. Эта трансформация уже идет у вас, может быть, и полгода, а может быть, даже у кого-то год, а у кого-то еще дольше. Это то, что вам действительно нужно пройти, и это то, от чего не уйти. Но вам на лето, так по всем этим знакам дается, как будто бы передышка такая, знаете, чтобы вы просто как в отпуск ушли, да, отдохнули, потому что вы уже потеряли просто-таки уже чуть ли не 75% своей энергетической, да, сущности. Энергетика очень сильно у вас упала, и очень прям. Это, кстати, на здоровье может влиять. Да, вы можете чувствовать себя очень плохо. У вас может быть прям какие-то такие гуляющие боли по телу. Опять же таки, да, мне прям идет, что вы плохо спите. У вас голова какая-то странной формы. Как будто бы сон какой-то, либо прерывистый, либо вы долго не можете заснуть, у кого-то бессонница, а кто-то наоборот спит просто чуть ли не сутками напролет, да, и не чувствует, что высыпается. Онемения, кстати, могут быть в конечностях, потому что и ноги, и руки у вас странные, и вы прям мучаетесь этим, врачи вам ничем не могут помочь, а это все потому, что энергетика ваша заканчивается. Не пополняйтесь. Тут либо человек в такой аскезе сидит, да, что прям мама не горюй, да, либо вы как в закрытом каком-то
как коконе, да, то есть у вас энергетика вообще никак не пополняется, вы живете на своих запасах. Мои дорогие, смотрите, да, вот кто видит, прям вам тут прям целый фонтан энергетический скоро дадут. Высшие силы, конечно же, очень сильно переживают за вас ангел-хранитель, который уже просто, я не знаю, там, бедняжечка с ног сбился, да, как бы вам помочь. Я вижу, что вам буквально вот, ну, может быть, неделя, да, 7-10 дней идет в жизнь очень необычная ситуация. Необычная ситуация какого-то праздника, куда вы не захотите пойти, куда вы, например, будете отказываться, говорите, да нет, я не хочу, ну что мне там делать, что я там, например, не видела, да, у меня и так куча дел, я уставшая, там, не в состоянии, не в форме. Это может быть как и праздник, так и куда-то вы там пойдете, да, там в кинотеатр, может быть, в театр, в ресторан, может быть, в парк погулять. Вот куда-то вас будут тащить либо один человек, либо трое. Но у кого-то так, у кого-то так. Вы соглашаетесь. Когда вы туда пойдете, вы встретите кое-кого. Вы встретите человека, с кем у вас закружится прям-таки любовный роман. Да, вот эта чаша любви. И два человека, которые из нее пьют. Понимаете? Здесь именно закрутится любовный роман, очень страстный, очень жаркий. И вот это будет ваша отдушина. Во-первых, вы прокачаетесь в плане энергетики. Во-вторых, у вас глазки заблестят, захочется жить, захочется любить, захочется творить. И вы, мои дорогие вот девочки, мальчики, кто смотрит «Отсыпочку», знаете, вот прям почувствуйте, что живете. Живете здесь и сейчас, и живете настоящей жизнью, полной любви, счастья, удовольствия. Замечательное время. Я не буду говорить, что это будет длиться там дольше, чем лето, потому что мы смотрим на лето. Но у вас здесь я вижу, путешествия пойдут, вы вместе куда-то еще путешествовать будете. Но вот прям не знаю, вот вы на пороге просто этого события, встречи, знакомства. Но тут даже может быть и не знакомство, тут встреча идет больше. Встреча, и человек, возможно, уже вами знаком. Либо вы его знаете, либо его знает тот, кто будет с вами. То есть, ну здесь прям как-то сразу у вас, прям сразу. Мне почему-то идет, что это либо какой-то бывший ваш человек, либо человек, который, например, с вами был на коннекте там долгое время. Вот с этим человеком у вас все и случится. Знаете, позаботите вы с этим человеком о своих проблемах, о каких-то своих неурядицах. Мало того, этот человек еще вам будет помогать. Здесь человек вам помогает. Может помогать деньгами, может помогать советами, может помогать, ну, не знаю, там, своей физической силой. То есть помощь от этого человека пойдет. Не только любовь, но и помощь. Этот человек, он идет в вашу жизнь как такая, знаете, ну, палочка-выручалочка, ну, назовем это так. Да, он будет вам и другом, и любовником, и помощником, и, ну, помогатором. Вот такой человек вам идет. Замечательное время, хорошее, доброе. Вы себя почувствуете на коне просто-таки. Будет все очень-очень нравиться. И ну, будут планы, будут надежды, будут мечты. Знаете, вот ваши отношения, я скажу так, скорее всего, они... Ну, вы одного человека на другого поменяете. Смотрите, вам на лето идут два человека. Два. Один у вас... такой перевертыш, да, а второй человек, он с хвостом рыбы. С хвостом рыбы это значит мечта. Мечта, желание, вот прям любовь большая. Вот. Но первого вы встретите именно того, который перевертыш, да. Это человек, с которым, скорее всего, ну, больше он как друг, да, больше как друг, но будет и страсть. Вот такой момент происходит. У вас вот развилочка, видите, вышла. И тут один человек, второй человек. Вот тот, который будет у вас сейчас, в ближайшее время, ну, немножечко, ну, как от вас на расстоянии, да, он до вас, скажем так, не дотягивает. А тот другой человек, смотрите, он к вам руки протягивает. Понимаете, он к вам протягивает руки. Два дракона. Дракон — это вообще очень хороший знак. Это знак в таком положении, это не опасность, а наоборот, это, ну, найдете вы, да, свое призвание, свою цель,
И обязательно вы вот прям будете парить над всеми над обстоятельствами. Вы действительно покажете, кто вы есть на самом деле, и люди к вам будут так относиться. И вы, самое главное, в зеркале будете видеть себя именно успешную, достойную, замечательную, с горящими глазками, привлекательную, самоуверенную. Вот что это значит. И смотрите, такого же дракона вы встречаете. У вас, как бы, знаете, как вот, ну, вы маленький дракончик, да, а мужчина будет таким огромным драконом, сильным, непобедимым, да, и он вас тоже, видите, как берет под свою защиту. Два дракона, два успешных человека, которым суждено встретиться этим летом. Эта встреча произойдет попозже, потому что это вот прям, скажем так, последний месяц лета происходит у нас. Да, это то, к чему вы подходите, это серединка, и это уже конец лета. Смотрите, прекрасный, сильный мужчина. Да, может быть, он вас где-то будет пугать, потому что мужчина мощный, мужчина сильный, мужчина харизматичный. Мужчина может быть по вот такому огромному дракону даже, ну, я не знаю, может быть популярный, может быть известный, может быть занимает высокое руководящее какое-то положение, да. То есть он руководитель. Этот человек вам не только как любовник идет, не только как будущий муж, но и как покровитель. Понимаете, вот что происходит. Если вы там планировали открыть какое-то дело, какой-то бизнес свой по дракону, даже по вашему маленькому, я могу так сказать, что это будет очень успешно. Более того, сверхуспешно это будет. Потому что дракон — это все-таки знаки такие вот прям мощи, победы и успеха. Причем еще в таком положении, да, вот именно в верхней части. И опять же таки, да, кто смотрит мои отсыпки, знает, что драконы крайне редко выходят на песке. И это особые знаки, к которым нужно вот именно прям таки прислушаться. И да, судьба ваша будет меняться этим летом, мои дорогие. Будет меняться не только вокруг вас, но и вы будете меняться. Я вижу, что, конечно же, с болью, с какими-то переживаниями вы просто таки отбросите, да, отбросите свое прошлое, отбросите те завязки и привязки на проблемах и позволите себе немножечко, ну, скажем так, уйти во все тяжкие, да, поверите в свою ценность, поверите в то, что вы уникальный человек и в то, что у вас все получится. И это будет самое главное. Знаете, у вас жизнь только как будто бы начинается. Все самое лучшее у вас впереди. И еще раз повторюсь, не важно, сколько вам лет. Важно, как вы относитесь к себе и к своей жизни. Вот смотрите, из такого растерзанного человека, да, которого просто на части рвали, вы превращаетесь в прекрасного дракона. Сильного, независимого и свободного. Да? Дракон ведь летит куда хочет, куда ему хочется, куда зовет его фантазия, его сердечко. Мои дорогие, очень хорошие знаки. Я за вас безумно рада. Это лето действительно будет очень таких прям, ну, я не побоюсь этого слова, глобальных перемен. Потому что, еще раз повторюсь, да, вот такой фонтан страсти, да, и чаша любви. И два дракона. Это просто знаки очень сильные, очень-очень-очень сильные. Мои милые, желаю, чтобы поскорее это все у вас в жизни исполнилось, и чтобы вас порадовало, и чтобы вы наконец-таки стали тем, кем вам суждено. На этом моя отсыпочка закончена. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.